Добрий вечір. У прямому етері телеканалу АТР Прайм і я, його ведучий Айдер Мождабаєв. Я дуже радий, що сьогодні знайшов час з нами поспілкуватися з важливих питань, про війну, про все, що навколо, про те, що відбувається у світі. Відомий публіцист, аналітик, який давно живе в Берліні, колись жив у Росії, і людина, яку я дуже поважаю і дуже високо оцінюю його аналітичні здібності. Це Ігор Рейдман. Пане Ігоре, привіт. Привіт, Айдер. Радий бачити. І одразу, почнемо з головного. Навіщо, на твій погляд, Хамас влаштував цю терористичну атаку? І яка кінцева мета чи самого Хамасу, чи тих, хто за ним стоїть, на твою думку? Да, я начну с самого важного, может быть, для нас, да, по крайней мере, для людей, которые болеют за Украину. Конечно, террористическая атака Хамас против Израиля — это часть международного наступления условно таких сил зла, сил диктатуры, сил реакционного такого клерикализма, консерватизма реакционного. Вот эти силы зла, ось зла нынешняя, она напала на Украину, и также в лице путинской России, и также в лице Хамас напала и на Израиль. Такими же методами террористическими, методами совершенно нацистскими методами. Значит, почерк одинаковый почерк не только потому, что убийца имеет примерно близкий менталитет, но и потому, что вообще уши у них растут, что называется, из одной головы. Почему? Потому что существует, как я уже сказал, это мировая ось зла. Это путинская Россия, исламский или исламистский Иран, это Хамас, это Хезболла, это асадовская Сирия. Они, в общем-то, не стесняются, не скрывают, что все они между собой союзники, они помогают друг другу. Иран поставляет путинской России, как известно, шахеды и другое оружие. Путинская Россия, в свою очередь, снабжает новыми технологиями, в том числе и в сфере вооружений Иран. Значит, Иран помогает Хезболле и Хамасу. Путинская Россия помогает опять-таки тоже Хамасу, и западная пресса, Wall Street Journal писала о том, что известная криптобиржа российская, через известную криптобиржу российскую, которая находится под контролем ФСБ, проводится фактически финансирование группировок террористических в секторе Газа. Но это только одна деталь, просто мы отдельно, может быть, об этом поговорим. Так что все это взаимосвязано, и вот эта ось зла, она нападает на те страны, на те государства, на те народы, которые считаются угрозой для своего существования, своего зла. Да? Ведь между Россией и Украиной с российской стороны не только какие-то там имперские амбиции, это понятно, само собой, не только какая-то имперская национальная спеси и ненависть, да, со стороны россиян к правящих, по крайней мере, к Украине. Тут есть само существование независимой Украины, это такой независимой, свободной, демократической Украины, это такой экзистенциальный вызов путинской России, что даже те люди, которые живут в путинской России, они не должны знать, да, что может существовать другой путь, что может существовать путь к демократии, свободе, к отсутствию страха перед государством. В общем, когда Путин говорит, что Украина — это антироссия, в какой-то мере он прав. Потому что, как это ни парадоксально, иногда и сломанные рассудки, сломанные часы показывают правильное время. Потому что Украина сама своим выбором — это действительно вызов, это полная противоположность путинской России, то есть как противоположно свободы и рабства. Также, собственно, люто совершенно ненавидят Израиль вот эти группировки террористические типа Хамаза, исламского джихада и так далее. Потому что, конечно, в Израиле много там своих проблем, я сейчас абсолютно не идеализирую Израиль. И, кстати, перед вот этим вторжением Хамаза внутри Израиля были серьезнейшие споры и даже сказал бы борьба такая внутриполитическая между разными силами и кругами. Но тем не менее никто не будет отрицать, что по сравнению, по крайней мере, с тем, что творит Хамас, тем, что творят там Хезболла и прочее, или исламистский режим в Иране, конечно, Израиль все-таки свободная, относительно
свободное государство. Не без недостатков, тем не менее относительно свободное. И понятно, что его существование — это тоже речь идет не только о землях, но и об экзистенциональном выборе, да, значит, выборе между вот этим, скажем, бреднями исламских террористов и свободным там развитием, свободным демократическом государстве. Я, кстати, скажу, что внутри Израиля тоже есть столкновение именно между этими же силами. Потому что между клерикалами, с одной стороны, которые тащат Израиль в глубокое прошлое и лишают его обороноспособности, и между большей частью светского общества, которые, естественно, настроены на будущее. Так что это как бы выбор, тут баррикады стоят не только вовне, но и внутри Израиля тоже. Но перед общей угрозой, скажем, Хамас, конечно, Израиль сейчас сплотился. И вот. Так что вот эти все процессы мировые, они проходят в разных странах мира, и, в общем-то, и у них одни и те же корни. Вот мне редактор подсказал, что вроде бы эту информацию про криптобиржу опровергли. Я не в курсе до конца, но я доверяю. Но дело даже не в том, опровергли эту конкретную информацию или нет. Да? У меня нет никаких сомнений в том, что путинские деньги идут во все страны мира, вообще во все страны мира, где он может кого-то или что-то купить. И то, что они не идут тем или иным путем на поддержку Хамас, которые не вылезают из Москвы. Вот интересно мне. Вот новость, да, Муса Абу Марзук уже в Москве пребывает, это один из руководителей Хамаса. Он туда что ездит, деньги везет Путину или наоборот? Вот мне просто интересно. Я думаю, за деньгами. Причем, может быть, даже в прямом смысле этого слова. Они не только там через криптобиржи переводят. Кстати, я не знаю, не слышал, чтобы эта информация была опровергнута. Я недавно читал расследование по поводу этой криптобиржи, и, собственно, там довольно много было интересного, и она реально под ФСБ. ФСБ его давно захватил. Но тогда, Да, значит, тогда, значит, этот случай, не этот случай. ФСБ крипту использует как положено. У них два, собственно, пути. Да. В основном это крипто и это наличные. Они и так действуют. Но в том, что Хамас связан с Россией просто, ну, это фактически мать и дитя, да, вот на таком уровне. То есть они бы без них не существовали вообще. Да, я сейчас тоже расскажу, почему я считаю, что он именно за деньгами приехал, и, может быть, в прямом смысле этого слова. Потому что действительно наличку они возят из России, например, в ту же Германию. Здесь был такой недавно скандал, местная пресса сначала взломали, естественно, почту, а потом местная пресса об этом писала. Есть такой писатель, в кавычках, да, значит, Сергеенко — это известный путинский агент. Вот, так вот, в общем, взломали его почту, оказалось, что он из Москвы реально наличку возит, а потом раздает в Бундестаге депутатам от альтернативы für Deutschland. Причем за такие вещи, ну типа, например, того, чтобы они подали в суд на немецкое правительство из-за поставки Германии танков в Украину. Причем это все обсуждается просто в открытую с ними. То есть вот на таком уровне, да, что ж тут говорить о Хамас, если они немецким депутатам возят в наличку в чемоданах. Так вот, что касается, опять-таки, России и Хамас, конечно, это действительно мать и дитя. Причем, по крайней мере, или учитель и ученик. Эти люди, многие из Хамаса и многие вообще другие террористы, связанные в том числе и с Палестиной, они просто элементарно воспитанники российских там КГБшников еще, школ КГБ, там института Патриса Лумбумбы и прочее. Я недавно совершенно прочитал историю, как один российский журналист, это Лошак, значит, он в свое время, в молодости ранней, случайно попал, ну, был в Газе, его там скрутили, решили, что это израильский агент или что-то в этом роде, и, в общем, потащили к какому-то местному там шишке, да, газовскому. И тот, когда узнал, что это россиянин, он чуть прямо в объятия заключил и бросился к нему на шею: родной, я от института Патриса Лумбумбы заканчивал, там, ребята, его быстро там снимите с него наручники, это наш брат, и в таком духе. То есть это люди, которые реально получили там еще в совковом КГБ они получили навыки терроризма, можно сказать, и закалку такую. Вот. Собственно, многие, по крайней мере, из них, если не большинство. На какое-то время их так забросили там при Ельцине, видимо, может быть, даже при раннем Путине. А с недавнего времени, естественно, откровенно уже поддерживают и подкармливают. Тут есть какой момент элементарный, если вспомнить, опять-таки, Советский Союз. Значит, Израиль воспринимался не только там, потому что российские и советские власти были так, на бытовом уровне антисемитами, да, руководители, но и потому, что Израиль воспринимался как ближайший союзник США.
И в контексте глобального противостояния СССР-США Израиль воспринимался как некое слабое звено, на которое можно давить. Давить на Израиль с помощью арабов и мусульманского мира, как бы устраивать там очередные войны и прочее, прочее. И тем самым ослаблять США. И заодно заигрывать странами третьего мира с арабским мусульманским миром, позиционируя себя как союзников, как друзей, а США как врагов. И, собственно, вот ровно эту же карту разыгрывал СССР, значит, скажем так, безуспешно, в общем-то, потому что ни к чему это не привело, а те арабские страны в подавляющем большинстве, которые Советский Союз подкармливал всячески и снабжал оружием, потом кинули на Советский Союз, на примере Египет во времена Садата. Так вот, дальше берем. Но Путин любит наступать на советские грабли. Он по многим позициям так делает. И вот они опять наступают на советские грабли. Разыгрывает израильскую карту израильского арабского конфликта против США, против своего главного противника. И сейчас они ее разыгрывают не просто абстрактно, да, как бы в рамках какого-то глобального противостояния, а совершенно конкретно в рамках противостояния во время войны в Украине. Они надеются, Путин и компания, что надеялись, по крайней мере, что, устроив очередную заваруху на Ближнем Востоке, очередную там кровавую какую-то бучу, они тем самым, значит, во-первых, отвлекут внимание и ресурсы США от Украины, что Украине, США станет не до Украины, потому что Израиль ближайший союзник, он в опасности, и все внимание и ресурсы будет на Израиль. На это они надеялись. И, собственно, на то, что спровоцировав этот конфликт, они еще и устроят кучу проблем США в третьем мире, в арабском мусульманском мире. Скажем так, то, что они не добились успеха полностью, по крайней мере, это уже сейчас очевидно. И западные лидеры, или Байден в том числе, и другие американские политики, они много раз подчеркивали, что помощь Израилю ни в коем случае не идет в ущерб помощи Украине, что это, в общем-то, действие одной звенья, одной цепи, и действие в рамках одного, по большому счету, некого глобального конфликта. И даже помощь пытаются сейчас демократы увязать, в один пакет включить помощи Израилю и Украине. Вот, и пока никаких признаков того, что эта интрига эта удалась, нет. Ну, в принципе, признаки есть. Новый глава Палаты представителей, упоротый трампист, который будет делать все, чтобы оторвать помощь Израилю от Украины или, ну, в любом случае воспрепятствовать. Я надеюсь, что Байдена хватит политических яиц, чтобы разрулить эту ситуацию, потому что, ну, это, конечно, ужас с политической системой Америки, когда там 5-30 трампистов, которые верят во всемирные заговоры там, и так далее, парализуют работу целой палаты представителей и главного законодательного органа американской демократии. Да? Но про Америку мы, наверное, в другой раз поговорим. Вот, а хочу продолжить то, что ты сказал. Ты сказал, что у них не получается, но еще решающей попытки, на мой взгляд, не было. Я тебе свою версию изложу, а ты свою скажешь тогда. На мой взгляд, сейчас все отговаривают, и Запад в том числе, и Америка отговаривают Израиль от вхождения в сектор Газа. Но как бы Израиль не может туда не войти, с одной стороны, потому что там сидят убийцы и палачи, которых нужно убить, да, или арестовать, или убить. Там сидят заложники, которых нужно освободить, да, и их Хамас не отдает, вопреки там сотням ударов, погибшим людям, там, и мирным и так далее. И, значит, они, наоборот, радуются и раздувают свои потери там в 10 раз, чтобы показать, что вот Израиль людоеда, а мы тут такие все ангелы из себя. На самом деле все, конечно, выглядит иначе, но идея их такая, вот просто на данный момент. Израиль входит в Газу. Естественно, возразить против этого, советовать могут, но возразить против этого не сможет ни Америка, ни Германия, никто. Как бы, но он имеет на это право искать убийц и наказывать убийц, устроивших там ремейк Холокоста. Да? Сразу после этого в войну вступает Хезболла, ну там, наверное, какой-нибудь еще исламский джихад. Вот, Хезболла — это огромная вооруженная группировка, это армия, это не Хамас, это гораздо хуже для человечества. По масштабам вооружений. За Хезболлой стоит Иран, который, наверное, тоже уже бряцает оружием, говорит, что он отправит, наверняка угрожает, что отправит 1000 там, шахедов, 1000 ракет в сторону Израиля и так далее. Израиль реально маленькая страна, небольшая. При всей мощи Цахал воевать по всем фронтам тяжело. Жертв может быть много, в разы больше, чем после этого кровавого геноцидного рейда.
И вот сейчас, мне кажется, мир вот на таких весах висит, и ведутся переговоры, которых мы не знаем, они не публичные, потому что в этом регионе не принято вести публичных переговоров, да. Но я думаю, что это вот так, типа вы не суетесь в газу, если вы сунетесь, мы ни за что, мы типа за себя не отвечаем, и за тех вот типа дурачков или там не дурачков тоже, да, и я думаю, что мир стоит на грани реально глобальной войны, которая началась в Украине, а здесь она просто примет уже такой характер, ну, короче, с участием Америки. С другой стороны, вопрос такой, очень простой. Кстати, немецкие войска, ты в Берлине живешь, немцы там тоже есть, и французы. Никогда в жизни ни немцы, это беспрецедентно, ни французы, ни американцы за Израиль не воевали. Точно так же, как за Украину. Вот мы говорим, что они за нас не захотят воевать, они за Израиль никогда не воевали. Ни один солдат не воевал. Ну, из войск, по крайней мере, кроме добровольцев, наверное, воевали. Да? И вот весь вопрос в том, а если Хезболла нападет? А если Иран станет за ее спиной и начнет войну, объявит войну Израилю? Америка вступит в войну? Союзники? Я думаю, что если Израилю будет реально угрожать опасность, то вступит. То есть если Израиль сам справится, то Америка скажет, ну и слава богу. А если Израилю будет реально опасность угрожать, то вступит. Тут еще есть момент, все-таки у Ирана пока нет ядерного оружия, к счастью. Значит, да, это важный момент. Почему? Я, кстати, абсолютно уверен, что если бы у России не было ядерного оружия, то давно бы же НАТО вступилась бы за Украину. И был бы вариант а-ля Милошевич и Югославия времен Милошевича. То есть принуждение к миру путем войны. То есть они просто бы дали им по зубам очень сильно. Может быть, не скажем, операцию не наземную бы осуществили, а вот строго там воздушную, но разгромили бы к чертовой матери там основные военные центры, разбомбили. Я думаю, абсолютно уверен. Вот просто наличие ядерного оружия не позволяет. Так что если какая-то опасность реально будет угрожать Израилю, то США, конечно, вступится. Но я думаю, что Иран, понимая это, прекрасно не полезет в эту войну. Почему я так думаю? Дело в том, что мы как бы да, привыкли, что Иран — это вот такой единый монстр. А в действительности Иран — это абсолютно расколотая страна. Меньшинство, небольшое меньшинство приближенных к власти, одновременно клерикалов, мракобесов и коррупционеров, потому что они умеют это совмещать, да, в одном флаконе, эти две вещи. И большинство населения, городского, по крайней мере, которые их ненавидят лютой ненавистью. И поражение в войне с огромной вероятностью приведет к падению этого режима. Поэтому Иран на рожон лезть не будет. Значит, Хезболлу может на Израиль натравить, но это да, это жертвы, но это не Израиль справится с этой угрозой. Что касается, почему сейчас Израиль не штурмует Газу, я думаю, не из-за международного давления и не из-за страха большой войны. В действительности это очень технически сложная операция, просто чудовищно сложная. Там огромные тоннели прорыты, огромные подземные коммуникации. Все это они готовились к этому, если не десятилетиями фактически, к такому варианту. И подготовились очень хорошо. И если сейчас израильские войска пойдут туда, то это может быть вариант такого грозного 93-го года, да, или 94-го, когда просто танки пойдут по городу, их начнут просто уничтожать в огромном количестве. То есть единственная возможность Израиля, скажем так, я даже не очень представляю, там еще есть заложники. Вот как они будут идти, бомбить пытаться взрывать эти подземелья, там же 200 заложников израильских. То есть ситуация очень сложная внутри, даже без вот той картины широкой, которую ты нарисовал. Я думаю, что израильское правительство при очень сильной дилеммой и не горит желанием совершенно начинать наземную операцию из-за ее сложности. То есть как можно было? Единственный вариант, который реальный был бы, это вести войну, просто уничтожать, сравнивать методично с землей город, как в стиле Путина. Но израильское правительство все-таки не Путин, да, и Натаньяху не люблю сильно, но, конечно, он не Путин. И они не могут себе позволить вот такое. Они просто вот методично равнять квартал за кварталом с землей город. Причем город не такой, не маленький, но, скажем, все-таки 2 миллиона, очень население, крупная агломерация городская. Так что они на это не пойдут. Поэтому, как просто, значит, штурмовать, как это штурмовать? Я не представляю, честно не представляю. Безумно сложная техническая задача.
Ну, не знаю, может быть, израильские военные представляют. Они все-таки годами за ними следили, за их тоннелями и так далее. Но хотя, с одной стороны, следили, с другой стороны, К сожалению, мы видим, как они следили, к да. сожалению, следили, все прозевали, то есть плохо следили. Ну, я думаю, что это тоже часть развала политической системы израильской, которая действительно страдала от серьезных ударов внутриполитических. Возможно, это повлияло и на кадровую политику, и в разных министерствах, и Может ведомствах. быть. Но оставим это израильтянам. Мгм. Безусловно, сейчас просто видно, как Путин готовится вернуть на трон Трампа в Америке. Подключены все возможные рычаги, но опять бабло в разных видах течет. Значит, подключены все, что можно, всякие маски и так далее. В Европе это Словакия и Венгрия, которые, ну, позорнейшую позицию занимают. Ну, большинство народа вот выбирает, или даже не большинство, но политическая система устроена так, что, опять же, меньшинство какое-то относительное может диктовать свою волю М. большинству. Так же, как в американском Конгрессе. То же самое, да? И он на это вот рассчитывает. Как ты думаешь, какой у него план относительно вообще разрушения Америки, НАТО, союзов военных и так далее? Это то же самое, что в 2016 году, когда они Трампа к власти привели и надеялись на второй срок, да? Или там уже какие-то другие ставки, да, другое видение, или все то же самое? Вот просто раз не получилось, это случайность. Давайте еще раз попробуем. Нет, если вот бы Трамп пришел к власти, я, конечно, не верю в это ни на секунду, то это было бы хуже в 100 раз, чем то, что было во время прошлой его каденции. Он совсем, он окончательно сошел с ума, окончательно он движим совершенно безумием, жаждой мести. И, естественно, конечно, манипулируем российскими властями, как и раньше. Он, в тот раз он стеснялся чего-то, он надеялся на вторую каденцию, он еще что-то стеснялся, его сдерживали. В этот раз он бы просто систематически стал бы уничтожать Соединенные Штаты, как вот они мечтают, эти идиоты российские, которые всякие там клубы, там изборские клубы, фигорские, вот они мечтают о том, чтобы США развалилось, там какие-то концепции пишут об этом. Вот он бы реально Трамп стал разваливать США. Даже не только НАТО, НАТО само собой. Просто США стал бы разваливать. Но я говорю, это абсолютно, я считаю, невозможным. Невозможно, я скажу, из-за своего как бы знания и опыта, связанного с избирательными технологиями. Вот. Причем, скажем так, Трамп, безусловно, абсолютный лидер среди зарегистрированных республиканцев. Это тут говорить нечего. Но он радикализируется. Республиканцы радикализируются вместе с ними. Но одновременно происходит геттоизация его электората. И мы это видели, геттоизацию на выборах, в промежуточных выборах, когда практически все его, и именно трампистские республиканцы провалились. Значит, вот эта геттоизация его электората трампистского, она, чем больше, кстати, всяких уголовных дел будет, вот 4 уже уголовных дела идут, больше этого шума. То есть это происходит два противоположных процесса. То есть в гетто народ сплачивается вокруг Трампа, там все за Трампа порвем, и тогда наших бьют, там осажденный город, там кругом демократы, педофилы, прочее безумие, да, там творится в этом гетто безумие творится, абсолютно безумие. Значит, с одной стороны. С другой стороны, большая часть Америки, она как бы сплачивается против этой угрозы. И американские выборы делают там несколько свинг-штатов, да. Так вот, в этих свинг-штатах выборы делают, опять-таки, скажем так, не зарегистрированные республиканцы, не зарегистрированные демократы, и не стойкие сторонники этих партий, а делают выборы неустойчивые, значит, часть электората, которая не имеет четких четких партийных ориентиров, предпочтений. Вот. И, собственно, эта часть, естественно, если она в прошлые выборы, когда еще не было вот такой степени гетеизации электората Трампа, она как-то решила, что нет, все-таки Трамп это для нас слишком, да, лишнее, то сейчас то, что они от Трампа отвернутся, если он придет, если он, будет, он сможет выдвинуть, его выдвинет республиканская партия, это для меня просто очевидно совершенно. И любят они Байдена, не любят они Байдена. Сейчас они на опросах стараются говорить, да, нам не нужен ни Трамп, ни Байден.
Но когда им придется четко выбирать между Трампом и Байденом, они выберут Байдена при всем его низком рейтинге, его явный, конечно, и это не пропаганда, а реально явные проблемы с здоровьем, но тем не менее ментальных проблем, тем не менее они его выберут, лишь бы не Трамп. Вот, И- скажем, более того, я абсолютно убежден, что демократам выгодно, чтобы республиканцы выдвинули Трампа. И я даже вижу определенные странные, некоторым людям кажется, наблюдателям, странные действия демократов, которые как бы подталкивают скорее республиканцев к тому, чтобы они выдвинули Трампа. Значит, такие политические ходы. Они, например, не пытаются, демократы не пытаются договариваться с умеренными республиканцами, даже не пытаются, чтобы как-то, значит, трампистов прижучить. Они говорят, ах, вы хотите Трампа? Ну хорошо, прекрасно. Вы хотите покончить с самоубийством? Мы вам поднесем для этого пистолет на блюдечке с голубой каемочкой. Ну, Вот, и не только. то есть ты Ну, считаешь, что вот этот кризис в Палате представителей, который действительно в такой грязный цирк превратился, в безумный абсолютно цирк с радикалами, с этими, и это демократы так встали в сторонке, да, и сказали, ну, вы не хотели нормально договориться, ну, пусть Америка смотрит, что вы творите здесь. Да? Ну, Да? примерно так, примерно так, да. Да, у них, конечно, была возможность договориться с умеренными республиканцами, учитывая, что там совсем немного людей, там же минимальный перевес республиканцев. Вот, а они нет. И они не поддержали, и они, кстати, могли спасти предыдущего председателя палаты от импичмента, от отстранения. Легко они могли его спасти. Просто несколько выделили бы там человек 5-10, которые проголосовали против его отстранения. Не все. И не было бы этого трамписта сейчас. Хотя тот тоже был, скажем, не очень хороший человек, но с ним можно было договариваться. Скажи мне, Кстати, ну, то есть, посмотрим. Кстати, это то есть ты абсолютно уверен, что Трамп, если он будет номинирован от республиканской партии, получит меньше голосов, чем на прошлых выборах, так? абсолютно уверен в этом, абсолютно. Потому что, как я уже говорил, да, Америка расколота, но она расколота на большинство людей, которые не принимают Трампа, и меньшинство его секта Трампа. И причем, чем больше он популярен в секте, тем меньше он популярен вне ее. Это опять-таки тоже такой политический закон, да, вот подобного рода политических фигур, которые, собственно, ориентируется прежде всего на создание собственной паствы и для этой паствы работает. Не пытается перекинуть мостик к сомневающимся, он не пытается этого делать. Он абсолютный гуру секты. Он пытается, он живет вот этой энергией восхищения от своих долбанутых, прошу прощения, сторонников. Понимаете? И он не идет, скажем так, он все дальше и дальше уходит к ним, в секту. Да? Вот есть там такая секта Куанон. Я изучал ее историю и почти убежден, что это вся эта история закинула ФСБ там, или там внешняя служба, внешней разведки российской. Вот там абсолютно безумные сектанты. Появился какой-то чувак в социальных сетях, абстрактный, да, то есть не живой человек, а какой-то там тролль неизвестный, который объявил себя Куанон, это его был ник, и он начал всякие, типа профессора Соловья, и он начал рассказывать всякие истории о том, что, значит, демократы — это все педофилы, и скоро Трамп произведет переворот, они ждут его буквально, вы знаете, как сектанты ждут пришествия там какого-нибудь своего пророка. Так вот, я к чему говорю, что вот эти республиканская партия, та ее часть, которая концентрируется вокруг Трампа, это большинство, но не вся партия, она превращается в такое подобие секты Куанон. И демократы потеряют руки, потому что у Байдена нет шансов победить вменяемого республиканского кандидата. Нет шансов. А против Трампа сплотится вся страна. Другой вопрос, я думаю, что я не исключаю такой момент, что незадолго до начала праймерис или уже после начала праймерис к Трампу подъедут республиканские доноры крупные и скажут: слушай, чувак, ты сесть не хочешь? Он скажет: не хочу. Но у тебя единственный шанс сейчас снять свою кандидатуру в пользу Десантиса, например. А он, когда придет к власти, он тебя первым делом, что он сделает, первое его будет решение, это он тебя амнистирует, да, пользуясь своим правом президента. И ты будешь свободно играть в гольф еще лет 10, пока не помрешь.
А иначе ты выборы все равно проиграешь. И после этого Я, заедешь в тюрьму я до думаю, это конца своих дней. невозможно. Учитывая эго Трампа, которое выше всех небоскребов Нью-Йорка, он не потом, а потом, знаешь, в такие гарантии верить очень сложно, потому что он-то помилует, а через, допустим, даже если помилует, там через полгода будут еще 10 уголовных дел, потому что у Трампа жизнь очень А он будет насыщенная. миловать все время. А? Он будет перманентно миловать. Ну, скажем так, такой вариант, я хочу сказать, я, конечно, его немножко огруппил и примитивизировал, да, значит, Мгм. переложил языком, российским языком 90-х годов. Но как это ни парадоксально, и мы видим это по европейской политике, такие персонажи, как Орбан, который был, в общем, интегрирован в российскую мафию, да и Трамп с российской мафией тесно связан, ну, значит, и в личном плане там дружил со всякими бандюками, типа там Агаларова и прочее, прочее. Так что вот как практика показывает, вот такие иногда простые, грубые, даже кажется примитивные версии, они оказываются реальными. Посмотрим, поживем увидим. Ну, дай бог, чтобы твой оптимизм реализовался в реальности. Ну, вот. Я хочу, давай все-таки про Европу поговорим. Ты в Германии живешь. Мгм. Что в Мгм. Германии с поддержкой Украины? Ну, с Германией в поддержку Украины все нормально, более-менее. То есть, если есть какое-то минимальное, может быть, сокращение, то причем не на уровне политики государства, на уровне политики государства идет наоборот, увеличение тех же военной помощи, ну, то есть просто чисто статистика. Мгм. Она растет. Значит, экономическое тоже. Ну, может быть, в общественном мнении немножко как бы ослабла эмоциональная составляющая, которая была в прошлом году. Есть такое, да. Но это неизбежно, к сожалению. Люди устают от эмоций. Вот. Но, тем не менее, все как бы нормально. Пока. Несмотря на то, что Шольц крайне непопулярен, пока я не вижу угрозы, потому что если вдруг там будет переформатировано как-то правительство, а есть такие слухи, что или будет правительство СПД, то есть социал-демократов с христианскими демократами, а зеленые и либералы, свободные демократы типа уйдут, или же будет какой-то коалиция христианских демократов с свободными демократами. Ну, в общем, как бы есть разные обсуждаются варианты, но вот все системные партии, они все за Украину, поэтому здесь я не вижу угрозы. Есть другая, скажем так, угроза. Это попытка создания сейчас новой пророссийской партии Сары Вагнеркнехт. Это абсолютно точно российская агентесса. Значит, ее всегда крайне пиарила российская пропаганда, просто им даже давали задание там ее Сару Вагнер пиарить в первую очередь. Она долгое время была в Делинке, одна из лидеров. Она лично популярна. Она такая сталинистка. Значит, при этом, то есть в Делинке разные силы, там есть троцкисты, там левые экологисты, кто угодно, даже анархисты. Что? Я говорю, они, А, ну просто да, сумасшествие какое-то. В Германии да, троцкисты. да, Сара это такая упоротая сталинист, ну неосталинист. Вот, значит, и она хочет уйти, не хочет, а уже ушла из Делинки, объявила вот буквально на днях, что она создает новую партию. Почему Кремлю нужна новая партия? Я думаю, да, уверен, что это просто решение в администрации президента было принято. Потому что они массово вложились в альтернативу für Deutschland, Мгм. вложились финансово, всеми своими возможностями, купили там с потрохами народ. Но есть одно но. Рейтинг АФД растет. Он уже там за 20%. С АФД никто не хочет вступать ни в какие коалиции. Мгм. Даже Делинки. А может быть даже скорее Делинки, потому что Делинки они левые. АФД в крайне прав. Хоть и они тоже с Россией всегда дружили в той или иной степени. Им нужен второй партнер в коалиции, чтобы как-то влиять на немецкую политику. Значит, Делинки не идиот, Делинки слаба, Делинки падает у них популярность. Они придумали, значит, вот точно почерк АПшки. Они же там любят Лимонова, они читали его, безусловно. И они решили создать такой национал-большевистскую партию. То Мгм. есть Сара Вагнер совмещает в себе, с одной стороны, левую социальную риторику и правую этическую риторику, правую культурную риторику. То есть она, с одной стороны, против мигрантов, и с другой стороны, она за там налоги на богатых, ну, все это такую левацкую историю в экономическом плане.
И плюс к этому она готова протянуть руку со стороны как бы левых альтернативе für Deutschland. И вот они мечтают разыграть такую двухходовку, что, значит, получит условно АФД 20 с небольшим процентов, вот новой партии Сары Вагенкнехт, там, предположим, 20%, и уже это шанс на формирование правящей коалиции. Но я уверен, что этого не будет. Я вещий оптимист. Я сегодня уже второй раз рассказываю о угрозах и говорю, почему такого не будет. Потому что для того в Германии нету такого количества, скажем, маргинально настроенных людей. Потому что все равно за Вагенкнехт и за АфД голосуют маргинально настроенные люди. Люди социализированные, люди в мейнстриме, они за них не голосуют. Но в Германии такого количества людей нет. В Венгрии есть, в Словакии есть, а в Германии нет. Я, кстати, не уверен, что во Франции нет такого количества подобных людей. Посмотрим. Но в Германии точно нет. Потому что избиратели городские за них не проголосуют, а Германия все-таки крупных городов. А Германия все-таки сильно урбанизированная страна. И за счет глубинка, конечно, будет голосовать за АфД и за Сару, все-таки и Восточная Германия бывшая, все-таки они не смогут сформировать коалицию. И тоже это будет, кстати, вызов для всех остальных партий, чтобы сплотиться перед этой угрозой, чтобы дать отпор, собственно, вот этим происком, как они это воспринимают, происком маргиналов, а в действительности происком Лубянки, происком Кремля. Скажи, Игорь, про германское общество и вообще про Европу. Но в Германии это тоже ярко проявилось. Как впечатлило немцев, ну, канцлера впечатлило, как я понял по его словам, вот эти многотысячные демонстрации в поддержку Хамаса? Ну, знаешь, я бы тоже не преувеличивал, что здесь такая вакханалия прямо в поддержку Хамас. Значит, были там действительно многочисленные демонстрации. Вначале они были в районе Ноя-Кёльн, где концентрированно живут арабы и палестинцы в том числе, причем там довольно много палестинцев. Собственно, их довольно быстро разогнали, да, были столкновения, но в этот раз немецкая полиция действовала довольно жестко, и, в общем, все это быстро подавили. Значит, еще какие-то были попытки в центре устраивать беспорядки. Но это, кстати, даже по сравнению с теми беспорядками, которые были во времена короны, это, в общем, гораздо меньший масштаб. Так что я не вижу я здесь больших каких-то проблем. Тут какие-то распространялись случаи, информация распространялась, что якобы рисуют около квартир евреев шестиконечные звезды в Берлине. Но я ничего подобного не видел, и главное, совершенно не понимаю, как это можно сделать. Потому что в Берлине нету еврейских районов. Вот в Париже есть еврейский район, а в Берлине нету никаких еврейских районов. То есть евреи рассредоточены среди населения, Игорь, на них не написано, ты знаешь, я тут тоже вспомнил историю. У меня мама, значит, еще в городе Тамбове работала там, значит, в одном здании офисном, но если сейчас называть это так, да. Так вот, она никакая не еврейка, конечно, была, но ей раз в год под день рождения рисовали звезду Давида на двери. Поэтому найдут соседям, кому нарисовать, найдут. Вот я в способностях людей к таким действиям, я не сомневаюсь. Знаешь, у меня какая версия? Я в свое время читал, можно это найти в интернете, в мемуарах Олега Калугина, это бывший генерал КГБ, который долгое время был там, по-моему, резидентом в США. То есть источник надежный, информированный. Чем занималась Россия, еще советская КГБуха в США? Они, в том числе, они рисовали всякие антисемитские надписи, эти свастики, раскверняли кладбища еврейские. Потом это все фотографировалось и шло в европейскую левую прессу, и в российскую прессу, в советскую еще, чтобы продемонстрировать, что вот США, там у них антисемитизм. Слушай, тут не надо ходить к Калугину. Украина, начиная, да и раньше было, но с 2014 года, после победы Майдана, постоянные были заказные, много раз раскрытые операции, когда подкупали подростков, асоциальных элементов там всяких, да, они пытались поджечь там консульство, по-моему, Польши во Львове, синагогу пытались осквернить, поджечь там и так далее. И сейчас свежее дело, вот буквально СБУ сообщил официально, буквально позавчера, да, что опять были попытки заплатить подросткам за антисемитские, вот именно сейчас. Почему я говорю, да, что Хамас, нападение на Израиль и с Украиной, и Россия, это все, это российские действия, это связанные, потому что они решили, раз там началось,
сыграть тут, устроить серию антисемитских, значит, повалить на кладбищах, там могилы осквернить, синагогу подпалить или что-то такое, да. Но сейчас просто наши спецслужбы достаточно хорошо, честно надо сказать, работают, да. И они не дали им этого сделать. Но расчет был именно такой, показать, ну вот что же вы хотите помощь с Украиной объединить Израилю? Вот, в Украине антисемиты. Песня старая как мир, вот, но вот они хотели так сделать, поэтому да. Может быть, вполне они и рисовали. Потому что, как я уже сказал, есть условные какие-нибудь арабские активисты, там каких-нибудь палестинцы и прочее. Где они этих евреев здесь найдут? Понимаете, вот я живу, например, еврей, да? Но кто знает вообще, где я Ну живу, вот и что я вот и еврей, нашли так тебя далее. уже. Да, ну пока что, конечно, звезды нет на моем подъезде. У меня, кстати, есть еще евреи в подъезде. Но я тебе опять Вот. говорю, Так что чтобы заслужить звезду Давида на двери, вообще не обязательно быть евреем. Надо просто не нравиться мерзавцам. Ну вот и все. да, Этого вполне точно, достаточно, точно, да. Вот, значит, точно. мы грешным делом вообще не говорили о России как таковой, да. Хотя ты, в отличие от меня, наблюдаешь за процессами там. Но я даже не знаю, стоит ли поднимать тему мою любимую «тройники Путина», потому что в украинской прессе периодически двойники, тройники, четверники и даже семерники. Но профессор Соловей, основатель теории, вот это, кстати, достаточно популярный среди теорий заговора, на мой взгляд, чистый агент ФСБ. Вот. Ну, а так, если серьезно, вот объясни, почему это может быть и почему этого не может быть? Вот про двойников, вот просто нашим зрителям. Насколько ты доверяешь вот этой информации про двойников и тройников? Да, ну смотри, есть двойники и двойники. То есть я абсолютно убежден, что не может быть такого двойника Путина, который бы вместо него проводил там какие-то официальные мероприятия, встречался там с Я политиками, с тоже не какими-то. верю. Абсолютная чушь, потому что никто бы ему не доверил этому двойнику, тройнику и так далее. То есть, условно, это просто только в анекдоте такое может быть. И, кстати, есть такие голливудские фильмы и прочее, как двойник, а тройник, значит, его куда-то повезут на какую-нибудь там, не знаю, встречу, а он, не знаю, с какими-нибудь лидерами государств и прочее, а он начнет нести какую-то от себя. Вот. Это вообще просто анекдот. Вот. Но это, конечно, чушь, это не может быть, я потом подробнее сейчас скажу. И Путин никогда бы не доверил такое, никогда бы никому. Вот, себя любимого. Он же такой безумный эгоцентрик. Но вообще, Но если честно, какие-то... Игорь, если бы он вообще имел склонность вот как бы к таким авантюрам, он бы Медведева оставил президентом и правил бы дальше за спиной его, да? Ну, в принципе, да. А чем Медведев не двойник, не Да, вот тройник? именно, да. Да, да, но и другой вопрос. Есть как бы некие технические заменители, скажем так, Путина заменители. Ну, предположим, да, едет кортеж там в Кремль, там в нескольких машинах, и несколько машин изображает, что там сидит Путин. Да, может какой угодно болванчик сидеть на месте Путина. А Путин при этом летит в это время там на вертолете. Он же патологический трус и страшно заботится о своей безопасности. А он, предположим, летит на вертолете с другой стороны. Так, чтобы как бы какие-нибудь террористы или там агенты ЦРУ, значит, убили вот этого Путина-заменителя, а не его самого. То есть в техническом плане, да, это возможно. Я здесь не буду спорить. Какие-то такие вот интриги. Но, как я уже сказал, на официальных каких-то мероприятиях это абсолютно исключено. Полная чушь. Путин никогда никому не доверит. Теперь, для чего эта информация распространяется про двойников, тройников? Это я уже 100 раз об этом говорил, но повторюсь. Это такая абсолютно животная, Путин же патологический трус, страх у него буквально животный. И это вот такая животная абсолютно тактика избежать опасности. Как в случае опасности, как известно, многие животные, например, скунсы, да, вонючие, это близкое такое тотемное животное Путина, они притворяются мертвыми. Понимаете? Вот для этого, поэтому разные, значит, ФСБшные провокаторы рассказывают все время сказки, что он умер, что его уже нет, значит, что и правят какие-то двойники-тройники, что значит, на том приеме был тройник, и на этом, и так далее. Это для чего делается? Что некий условный злоумышленник, там, предположим, иностранная разведка какая-то, или какой-нибудь олигарх, который
планировал бы, хотел бы убить Путина. Он думает, вот я вложу кучу бабла, кучу людей там могу подставить, то есть усилий, а в результате что, убьем какого-нибудь тройника или двойника, или другой вариант, убьем его, а он все равно помрет завтра. Или, например, все провалится, и мне еще башку снесут, а он же все равно помрет. Ну зачем мне тогда нужна вся эта история? То есть это делается именно для этого. Это такая мимикрия. То есть он притворяется то ли мертвым, то ли раздвоившимся, расстроившимся, чтобы непонятно было, в кого стрелять, как в известном фильме, да, по-моему, Симбад-мореход там тоже раздистерился. Непонятно, машешь мечом и попадаешь в пустоту. Вот он пытается создать вот такую иллюзию. Это типичная работа спецслужб. Ну смотри, мы все время говорим про, так или иначе, мы, может быть, не называем это всегда таким названием, но это российские ПСО, где угодно, на каком угодно уровне. Провокация, ее трактовка пропагандой, значит, расшатывание общества и так далее, и так далее. Закидоны про то, что не трогайте Путина, он все равно умрет. Там ему осталось жить всего недолго, башни Кремля, того гляди, его там уберут, зачем вы на нас санкции вводите, и вообще не надо ссориться с Россией, давайте заключим мир, там, а дальше посмотрим, Путин не вечный, там, и так далее, и так далее, и так далее. У него рак мозга там, или что-то еще. Да? Я думаю, что Путин, конечно, сидит и ржет, листает папочку, где ему эти ПСО, там первая страница, вторая, третья, да, это сработало, это нет, этому премию, этому по жопе, этому что-то еще, да, значит. Но ты вот недавно, ты вообще в украинские дела не лезешь никогда. Тут надо отдать тебе должное, за это как бы, тебя, наверное, и любят, и приглашают в эфиры, и абсолютно обоснованно делают, хотя бы других многих я бы не звал. Вот. Но я других и не зову практически. Вот. Ты написал статью, которая касалась раскачивания Украины изнутри. Значит, с помощью информационных методов, с помощью персонажей, там, известных медийных, в том числе ты называл Арестовича, вот, который был советником на общественных началах офиса президента, и многие его олицетворяют в мире, как до сих пор представители Украины, но и в Украине он, не знаю замеров и не особенно верю таким промежуточным, без выборов опросам, но типа там достаточно популярен. И ты написал статью достаточно большую, я ее не могу процитировать, да и не хочу, потому что сейчас зрители смотреть нас пришли, а не читать. Почему ты это написал и как ты это связываешь? Ты же точно это писал как бы не для того, чтобы вмешаться в украинские дела, а для того, чтобы рассказать о намерениях России, о том, что выгодно России в медийном поле и в политическом поле. Вот расскажи, многие же не читали. Да, действительно, я в редкий случай, когда я написал о ситуации, которая происходит в Украине, именно потому что я писал не о каких-то внутриполитических украинских проблемах, а инфлюенции, о влиянии, о попытках влияния, попытках информационных диверсий со стороны России, российских властей, российских спецслужб и российских олигархов в украинском информационном пространстве. Я просто узнал эти технологии, которыми я давно занимаюсь. И, собственно, в этой ситуации легкий шок. Сначала у меня был некий легкий шок, потому что я, честно говоря, не ожидал, что на таком уровне, как бы известных людей в Украине Россия может проводить подобные информационные диверсии. Значит, сейчас мы отслеживаем совершенно четко идет информационная кампания, как внутри украинского информационного пространства, направленная на решение задач российской верхушки. Она связана прежде всего с деморализацией украинского общества, с попыткой внушить ему, украинскому обществу, что победа над Россией невозможна, что впереди кромешный ужас, годы там жутких потерь и так далее, и перспективы туманные и прочее, прочее. Таким образом, людей подталкивает к мысли о том, что нужно с Россией договариваться, потому что все равно ничего не получится. Не получится победить, раз не получится победить, то, чтобы окончательно там не убить свою страну, надо договариваться. Вот такой месседж, он, может быть, не столь прямо, но очевидно транслируется некоторыми известными спикерами, не только, кстати, украинскими, но известными российскими тоже спикерами, которые в том числе работают в украинском информационном поле. Наиболее известный из них господин Арестович. Значит, я вижу совершенно, что параллельно российская верхушка, российский олигархат, он бредит тем же самым, как бы скорее заморозить войну.
Это не значит, что они хотят мир. Они хотят заморозить войну, потому что им очень накладно и тяжело ее вести. Они догадываются, что если эта война для них плохо кончится, причем может довольно скоро плохо кончится, а шанс был летом на это. Если бы удался, если бы, вернее, дошел до конца мятеж Пригожина, то российский бы режим рухнул, он бы не выдержал такого масштабного внутреннего вооруженного столкновения, которое произошло бы, если бы Пригожин дошел до Москвы и вступил бы. Так что шанс есть, буквально уже был один шанс, и будут появляться, естественно, новые шансы на то, что режим рухнет. Естественно, они этого боятся, они это понимают. Может почитать какой-нибудь телеграм-канал Дерипаски, он там просто визжит с самого начала войны. Скорее бы ее заморозить. Именно заморозить, чтобы потом, через какое-то время, набравших сил, опять ударить по Украине, уже окончательно попытаться ее захватить. Значит, да, и интересантов в России множество. И есть интересанты, которые работают и с информационным полем Украины, и с политикой украинской. Ну, например, Роман Абрамович, известнейший персонаж, который с самого начала этой войны пытался играть какую-то роль некого там условного посредника, действительно работая на своего хозяина Путина и на Кремль, и только на него. Вот. Роман Абрамович имеет и его там, люди, тот же Попков, Капков и другие, Сергей Капков и другие, они имеют большой опыт работы в информационном пространстве и большой опыт вот подобных кампаний, подобных информационных махинаций и манипуляций. У меня складывается ощущение, что они уже тут долгое время пытались рулить как-то на уровне там, большой политики, там Эрдоган, Путин, какие-то люди вокруг Зеленского, все это они пытались смутить, а сейчас они, есть такое ощущение, перешли к попыткам воздействия на общественное мнение, к вот, информационным кампаниям. Очень, в общем-то, похоже, мы видели подобные кампании внутри России. Так что вероятность того, что сейчас происходит вот именно эта кампания, я считаю, очень высока. Что происходит внутри так называемой России в связи с так называемыми выборами президента? Идут дебаты, я захожу в Твиттер как в палату сумасшедшего дома, где люди всерьез обсуждают выборы, когда там не в марте будут, изберут ли Путина? Вот в чем вопрос. Что это такое? Ну, я думаю, что, конечно, что такие вопросы, таких буйных сумасшедших, ну, может, в Твиттере есть, но среди известных людей, конечно, нет, которые говорят, что там изберут ли Путина. Но российский весь этот политикум, в том числе и в эмиграции, он действительно сейчас бьется, что называется, не на жизнь, а на смерть, спорит друг с другом, критикует друг друга вокруг выборов. То есть сложилось аж 3 партии таких условных, да. Значит, Каспаров, и большинство спикеров форума «Свободной России». Кстати, я в том числе считаю, что нужен бойкот. Ну, что значит нужен бойкот? Просто, конечно же, ходить на эти выборы абсолютно бессмысленно. Я считаю, какая-то кампания по бойкоту, она не будет иметь политических результатов. Но бойкот, он хотя бы в моральном плане людей, тем людям, которые меняемые, да, он дает возможность просто сказать: я выборы бойкотирую, пошли к черту, все. Значит, другой вопрос, да, другая линия, там есть всякие кассы, там и вроде бы Ходорковский этому сочувствует, но я точно не знаю, на какой степени. Это найти не найти, а голосовать там за кого угодно. Обычная история, правда, раньше Навальный об этом говорил, сейчас Кац. Голосовать там за кого угодно, выбрать кого угодно, но не Путина. И третий вариант — навальнисты, ФБК, они еще пока не определились, они ждут, какие будут кандидаты. Есть ли там кто, кого можно, значит, поддержать без, скажем, поддержать не совсем вляпавшись лицом в грязь. Вот. И да, идут всякие дискуссии по этому. Я, конечно, считаю, что это абсолютно все бессмысленно и бесполезно, что, конечно, этот непристойный фарс, это клоунада политических и просто живых трупов имени Геннадия Зюганова, которые там будут выступать на этих выборах, недостойны просто ни малейшего внимания. Существует 2 варианта. Или, значит, Путина не проиграет до выборов, или, скажем, войну, или хотя бы там крупные какие-то сражения. И тогда, скорее всего, он просто, ему все это результат быстро там нарисует, и все это будет по сценарию пойдет тому, который написали в администрации президента. Или же все-таки до выборов еще довольно далеко, а ситуация, как мы помним по путчу Пригожина, может измениться в любой момент.
Или же все-таки что-то произойдет, какой-то форс-мажор, да, такое отступление российских войск из захваченных там территорий Запорожской, Херсонской областей, или какие-то внутренние там конфликты мощные внутри правящей верхушки, которые вдруг, значит, опрокинут ожидания Путина и его окружения и спровоцирует какой-то там внутренний конфликт а-ля путь Пригожина, ну, может быть, по форме другой, потому что сейчас просто некому наступать на Москву, но там есть куча других сил, которые могут устроить там переворот, вступить в какие-то конфликты друг с другом. А конфликты есть, они зреют между, там, например, Золотовым и Росгвардией, и Министерством обороны, между Кадыровым, ФСБ и множество других конфликтов. То есть если вот будет какой-то внешний толчок, типа, например, поражение в крупных военных сражениях, то вот эти все конфликты, они могут резко активизироваться. И тогда просто никаких выборов не будет, а Путин выйдет в эфир, скажет: я устал, я ухожу, а в это время какой-нибудь охранник будет передергивать затвор и внимательно на него смотреть, чтобы он не перепутал текст про Мухажука, да, в стиле Ельцина. И страна это вообще не заметит. Скажет: ну, 2 раза, значит, решил уходить. Ну, ему уже лет много, 72 года или 71. Ну, типа, так пора уже пришла. А дальше кого они верхушка назначит, Путина, тот и будет. Скажи мне, пожалуйста, возможен ли феномен Пригожина-2? Или, по-другому скажу, как другой вариант, что должно случиться, ну, кроме военного поражения там, и неуспехов там, и так далее, чтобы кто-то осмелился его, ну, хотя бы так угрожать ему, как Пригожин? Я пока вот таких вариантов вообще не вижу. Вообще Пригожин поступал непрофессионально. С точки зрения переворотчика он поступал непрофессионально. Удачные перевороты, они не начинаются с того, что кто-то кому-то начинает угрожать. Они начинаются с тихих посиделок где-нибудь на каких-нибудь объектах там, ФСБ или в каком-нибудь гольф-клубе Германа Грефа или еще где-нибудь, где, значит, собираются люди, потихоньку перетерли там 2 человека, потом еще с 3-м, потом поговорили с 4-м, с 5-м, 6-м, 7-м, 8-м, 9-м, 10-м, а потом уже сформировали план. План, который не предусматривает этих понтов и, значит, такого бандитского пафоса, да, что сейчас мы Москву захватим, значит, полпинка. Они это делают все аккуратно и тихо. Как большие деньги любят тишину, и перевороты тоже любят тишину. Реально, вот все перевороты, которые были в России, там, кто против того же Хрущева, они были в тайне подготовлены. Так что я думаю, если будет какой-то переворот, то он будет именно такой, подготовленный в тайне, с участием, безусловно, части силовиков, с участием ключевых каких-то чиновников, с участием олигархов, которые это могут все финансировать. Все это реально, но его величество случай. Вот как путч Пригожина мог состояться, мог и не состояться. Мог привести к краху режима, мог не привести. Значит, то, что он произошел, это была большая, скажем, большая случайность, которая могла не произойти. Да? И то, что он недоразвился в какое-то катастрофические события для путинского режима, это тоже была случайность. Все могло пойти по другому пути. Также и с этим новым заговором, о котором я говорил, эта вероятность есть, она не нулевая. Насколько она большая, я оценивать не готов, но она существует. Реализуется ли она? Но это как повезет, что называется. Что-то ты сегодня очень оптимистичен. С нами был Игорь Эйдман, человек, которому, аналитики, которому я очень доверяю, всегда, по крайней мере, с интересом читаю и обсуждаю то, что он написал. Подписывайтесь на Игоря, канал Эйдман Ньюс в Телеграме, вот, и вообще, где вы увидите, смотрите и доверяйте этому человеку. Спасибо, Игорь, что нашел время. Интересно поговорить. Спасибо, Айдер, что пригласил, рад видеть. До новых встреч в ефірі, до нових зустрічей в етері. Я переходжу знову з трофейної мови на нормальну. Дивіться АТР далі і не забувайте, що боротьба триває щодня, щомиті, і що ми маємо докладати максимум зусиль, причому кожен, так? І шукайте шляхи допомагати військам, зокрема 48-му окремому штурмовому батальйону Збройних сил України імені Номана Челебіджіхана. Я думаю, що глядачам нашого каналу не треба пояснювати, хто такий Номан Челебіджіхан і чому батальйон назван його ім'ям.
Це кримський підрозділ, який має звільняти Крим. Вступайте до лав батальйону імені Намана Челебіджихана. Можете зв'язатися там напряму з Лінуром Іслямовим, командиром цього підрозділу Збройних сил України. Можете звернутися до військкомата з таким. Ну, якщо ви прийдете в військкомат, ви скажіть, що ви хочете в 48-му ШБ служити. Я думаю, що абсолютно це реально. Дякую ще раз за підтримку. Допомагайте Збройним силам. Дивіться АТР далі.